Всем привет! С вами Варган 74, меня зовут Максим Тамонов, и это значит, что время пришло поговорить о варганах. На повестке дня у нас вот такая посылка из Якутии от мастера, который не нуждается вообще в представлении, в рекомендациях. Я думаю, что мои постоянные подписчики без сомнения узнают почерк мастера и оценят содержимое этой посылки. Лично я уверен, что внутри меня ждут совершенно потрясающие качественные якутские хомусы. А если вы хотите в этом убедиться сами, досмотрите ролик до конца. Что ж, давайте вскроем и посмотрим, что внутри. Значит так, я вскрыл посылку и внутри обнаружил вот 3 таких замечательных варгана в деревянных футлярах. Я думаю, знатоки уже распознали руку мастера. Поэтому один я рассмотрю подробно, а остальные буду пробовать по мере распаковки. Что мне нравится в якутских хомусах, это то, что мастера очень скрупулезно относятся к футлярам. Посмотрите, вот такой деревянный классный футляр, очень удобный, на шнурке. И внутри красавец хомус. Классическая якутская форма, круглое кольцо, сходящееся на конус деки, язычок с довольно высокой конусностью. Вот с этой стороны клеймо. Подробные размеры и описание данного варгана есть в моем каталоге ВКонтакте по ссылке в описании. Все, кому интересно, можете пройти и прочитать. Все хомусы от одного мастера, как правило, имеют схожие пропорции и отличаются непосредственно звуком. И именно звук я и буду сейчас тестировать. Меня прежде всего интересует нота варгана, поэтому я беру телефон. В телефоне я беру приложение Tuner. И вот так совершенно запросто пробую. Я намеренно сейчас сделал склейку ради вот этого красавца хомуса, который я ошибочно посчитал, что он в ноту соль. Я повторно померил его на тюнере, и оказалось, что он строит в ноту соль диез контр-октавы. И поиграв на нем чуть подольше, я его раскрыл, так сказать. Послушайте, как он звучит.
Особенно четко этот хомус раскрывается именно в медленном и среднем темпе при ударах на себя. Просто космический сустейн и невероятная управляемость. То есть я могу взять звук и прям выводить мелодию на гортани, пока он звучит. Такой в хорошем смысле хомус для ленивых. Мои рекомендации. Следующий варган. Я не знаю, в какую ноту они настроены, поэтому беру в случайном порядке. Все ноты будут в описании под видео. Там будет таймлайн, где вы можете каждый варган отдельно послушать и после заказать в моем каталоге. Второй варганчик аналогичен предыдущему. Берем тюнер. И тюнер показывает мне ля контр-октавы. На таких хомусах мне нравится играть медленно, потому что они низкие, басовые, и у них длительный сустейн и относительно мягкий язычок, что просто располагает к стилистике медленной игры. Что ж... Мелодия сама льется. Сейчас попробую побыстрее разогнаться.
Класс. Хамус в ля по ощущениям показался мне чуть более управляемым, совсем чуть-чуть, за счет едва уловимой разницы в жесткости язычка. То есть он чуть пожестче. Следующий хамус, последний на сегодня. Очень я люблю якутскую традицию за качественное отношение к изготовлению инструментов. Все-таки снабдить варган футляром дорогого стоит. Русские мастера, особенно производители масс-маркет, учитесь. Беру, пробую звук. Снова попадаю в ля. И без лишних слов. Оцените, какой долгий сустейн. Это же просто космос. Я вот едва-едва касаюсь. И уже есть объем. Класс.
Есть такие хамусы, на которых невозможно оторваться играть. И вот у меня в руках именно такой. Ссылочка в описании. Заказывайте. Классная вещь. Ну, а я расскажу вам о своих впечатлениях о всех 3 хамусах. Как вы, наверное, догадались, это хамусы именитого якутского мастера Геры Тарабукина. Этот мастер специализируется в основном на низкочастотных инструментах, на контроктавных, и уже обрел весьма узнаваемый почерк. То есть вот если мне не глядя даже дать инструмент Геры, его сложно с чем-то спутать. Да, он низкий, он контроктавный, но при этом вот при всех достоинствах низкочастотного варгана, как то длительный сустейн, выразительный низ, совершенно невероятная отзывчивость к дыханию. У этого варгана есть еще кое-что неуловимое. Это вот этот богатый тембральный окрас, который характеризуется еще и высокими обертонами. То есть помимо ярко выраженного баса, в звуке этих хамусов очень много такой певучести, мелодичности, я бы даже сказал. И звук этих инструментов, их тембр, он очень чистый. Я могу легко управлять обертонами этого хамуса и выводить мелодию, играться со звуком так, как мне этого хочется. Это весьма важное качество, которое встречается далеко не у всех хороших и дорогих варганов. Особенно в масс-маркет инструментах мы часто слышим также богатство призвуков, бархатистость и вот эту всю очень интересную историю, которую любят новички, но мы никак не можем ими управлять. То есть они существуют, эти призвуки, и вот эта трескучесть перманентна в звуке прочих варганов. В данном случае я легко могу вот это характерное якутское расслоение как выкручивать на максимум за счет там дыхания и всевозможных приемов, так и очень деликатно отключать, сосредоточившись на мелодии. Это что касается звука. Что касается качества и играбельных свойств варгана, то вот я выделяю такой термин, как баланс. Баланс включает в себя массу дополнительных качеств и свойств инструмента, как то мягкость, жесткость язычка, его отзывчивость на дыхании, наличие каких-то посторонних призвуков при ударе. Так вот здесь хамус, на мой взгляд, максимально сбалансирован. Он такой типичный басовый инструмент с язычком, достаточно упругим, достаточно податливым, который заводится очень легко от малейшего касания, а при жестких ударах может выдавать вот этот призвук и расслоение за счет колебаний коленца язычка. Все это вот неотъемлемые качества сбалансированного якутского хамуса, и они здесь присутствуют. Играть на этом инструменте нужно очень деликатно, с чувством, с толком, с расстановкой. В завершении распаковки я хочу сказать, что при выборе варгана очень важно опираться прежде всего на звук и на физические ощущения от инструмента. Далеко не всегда у вас есть такая возможность. Часто в интернет-магазинах мы можем увидеть лишь фотографии варгана, какие-то звуковые сэмплы, и далеко не факт, что вам
придет именно тот инструмент, который был некогда записан в качестве этого сэмпла. А в моем случае вот все, что вы видите и слышите в обзорах, вы можете заказать, доверившись моему опыту и моим ощущениям, как профессионала, через руки которого прошли уже сотни инструментов. Поэтому незамедлительно заказывайте варган по ссылке в описании. Очень рекомендую. Все мои контакты также будут под видео. А на сегодня все. С вами был Варган 74. Меня зовут Максим Тамонов. Это была распаковка басовых якутских хомусов. У нас с собой было 3 вот таких инструмента, которые можно заказать по ссылке в описании. Что, палец вверх под видео, подписка на канал, нажмите на колокольчик. Играйте на хороших варганах, играйте вдумчиво, играйте качественно, и пребудет с вами варган. Всем пока!